Коллеги, добрый день. Гости еще подключаются. Буквально минутку еще, пожалуйста, подождем. Коллеги, предлагаю начинать. Тамара. Доброе утро, коллеги. Мира, давайте сейчас еще минутку подождем, потому что коллеги сказали, что они сейчас присоединяются. У них тоже возник вот этот вопрос с паролем. Сейчас давайте еще минутку подождем. Хорошо. Давайте начнем. Уважаемые коллеги, клиенты, спасибо большое, что присоединились к сегодняшней встрече. Рада приветствовать вас на нашем клиентском онлайн-метапе. Это наш первый метап в этом году, который будет посвящен электронным сервисам и услугам центрального депозитария в рамках корпоративных действий. И этот метап, он будет открывать серию метапов по всем сервисам, да, и услугам центрального депозитария. В этом году мы немного решили сменить формат встреч с клиентами, нашими депонентами, клиентами, брокеров, управляющих компаний, потому что в целом, да, если мы ранее двигались по формату представления новых услуг, сервисов по всем продуктам, то в этом году мы решили делать фокус именно на определенный бизнес-домен, да, то есть какой-то определенный участок услуг центрального депозитария. Сегодня это корпоративные действия, чтобы в целом сделать фокус именно на сервисах и услугах в рамках корпоративных действий, более детально их разобрать, как они работают, как к ним подключаться, в чем их преимущества, в том числе, да, и для держателей, эмитентов, депонентов, то есть сделать фокус на более целенаправленную информацию, чтобы информация была усвоена клиентами, чтобы не вызывало вопросов, как в целом, да, пользоваться. И также разберем, да, ключевые функции, разберем на практике, как именно электронный сервис построен, ответим на ваши вопросы в режиме реального времени. И такой формат, он как раз позволит более открыто прокоммуницировать с нашими ключевыми сотрудниками центрального депозитария, у которых большой опыт и экспертиза в работе корпоративных действий. То есть они достаточно давно, да, работают в этой сфере, работали со свифтами, с разными международными учетными организациями, поэтому у вас есть сегодня возможность, да, открыто прокоммуницировать. Мы тоже будем очень рады этому формату. После встречи мы разместим презентацию в нашем канале, и также, скорее всего, уже на следующей неделе мы сделаем объявление об отдельном сайте по метапам, на котором вы можете найти запись каждого вебинара.
Да, наша сегодняшняя цель, да, это в целом сделать работу с сервисами центрального депозитария максимально понятной, удобной, эффективной. И мы также рассчитываем на обратную связь после вебинара, потому что нам интересно ваше мнение, вопросы, в каком направлении, возможно, нам стоит что-то развивать и совершенствовать. Спасибо. Надеемся, что сегодняшняя встреча будет для вас полезной и информативной. Передаю слово своим коллегам. Это Эльмира Жильфаева, она продакт-менеджер команды «Локальные корпоративные действия». У нее очень большой стаж работы в центральном депозитарии, в целом экспертизы по банковским услугам, по корпоративным действиям, по оказанию услуги платежного агента. И также Коныш, вот там это продакт-менеджер команды «Международные корпоративные действия». Он у нас также специалист по именно международным форматам и расскажет про сервисы в рамках международных ценных бумаг. Ну, это же вон тот свой HP используется, не этот. Коллеги, попросим вас отключить микрофоны, чтобы не мешать, да, выступающим. Добрый день, коллеги. Спасибо, Тамара, за вводное слово, за представление. Как отметила Эльмира, Тамара, вы можете, пожалуйста, отключить микрофон? Айнур, спасибо. У вас только права, да, вот на отключение микрофона. почему-то у меня эта опция не работает. Айнура, все, готово. А, Спасибо. как отметила Тамара, сегодня мы проводим обзор сервисов реализованных, которые используются при осуществлении корпоративных действий. Моя команда занимается сопровождением, разработкой как раз вот сервисов по локальным корпоративным действиям. И сейчас краткий обзор того, что на сегодняшний день доступно в личном кабинете. Личный кабинет эмитента, с него давайте начнем. Как вам виден экран, слышно ли, всем хорошо? Если вдруг будут какие-то заминки возникать, прошу в чат писать или озвучивать. Итак, по личному кабинету эмитента. На сегодняшний день доступны сервисы по платежному агенту, по использованию системы электронного голосования и воутинг для проведения общих собраний акционеров, уведомления о корпоративных событиях для держателей и уведомления о предстоящих и совершенных корпоративных действиях по негосударственным и государственным ценным бумагам по платежному агенту. Это то, что касается эмитента. Краткий обзор далее по личному кабинету депонента. Доступны опции получения уведомлений от эмитента о предстоящих корпоративных событиях и получения уведомлений о предстоящих и совершенных корпоративных действиях от центрального депозитария в рамках осуществления услуги платежного агента. В ЛК держателя доступны опции по получению информации о предстоящих общих собраниях акционеров, уведомления о корпоративном событии от эмитента и также уведомления о предстоящих совершенных корпоративных действиях по государственным и негосударственным ценным бумагам в рамках осуществления услуги платежного агента. Если мы сейчас остановимся на сервисах в личном кабинете эмитента, самые основные реализованные сервисы, опции – это запросы платежному агенту, запросы на выдачу общего списка держателей для выплаты дохода, получение этого списка, возможность отредактировать список, внести корректировку по сумме, которая причитается держателям, отправить сверенный список на расчеты и просмотреть журнал финансовых инструментов также имеется возможность. Следующая опция – это подключение или же отключение услуги платежного агента. У эмитента есть возможность подать запрос на… Так, сори, здесь в презентации немножко некорректно, да? Подать запрос на то, чтобы получить услугу и получить в ответ согласие или же отказ в оказании услуги платежного агента. По уведомлениям
также реализованы опция инструмент для того, чтобы эмитент уведомил держателей о предстоящих корпоративных событиях. Вот. И также, чтобы получить уведомление о том, что предстоит или же совершена выплата дивидендов, купонного вознаграждения, номинальной стоимости при погашении в рамках оказания услуги платежного агента. Также одна из доступных опций – это проведение заочного общего собрания акционеров с использованием электронной системы голосования. Установить параметры, период, загрузить материалы, получить услугу по осуществлению счетной комиссии центральным депозитариям и получить итоги голосования. Также доступен к просмотру журнал собраний. Что сейчас у нас в работе? Один из сервисов, который до сих пор доступен пока что только в старом портале «Личный кабинет», сейчас в процессе переноса в новый личный кабинет, скоро будет доступен. Мы планируем в этом квартале завершить работы по переносу, и тогда по невостребованным деньгам будет доступен этот функционал в новом личном кабинете. Эмитенты смогут передать списки тех невостребованных денег, которые по какой-то причине не смогли быть выплачены держателям. И центральные депозитарии, далее, приняв на хранение деньги, полученные от эмитента, получить списки этих невостребованных денег, в дальнейшем сможет выплатить идентифицированным бенефициарам причитающиеся им суммы. Что планируется? В личном кабинете планируется реализация единого окна для того, чтобы эмитент на базе личного кабинета мог передавать информацию о корпоративных действиях, о корпоративных событиях, и не только передавать эту информацию, но и получать уведомления. Принцип единого окна будет реализовываться в следующем году. В этом году мы проводим анализ. По личному кабинету эмитента я чуть позже сделаю обзор того, как это выглядит в интерфейсе. Если будут вопросы, вы сможете задать. Возможно, где-то на практике уже сталкивались с какими-то сложностями или трудностями. И буду благодарна за ваши предложения по улучшению сервиса. То, что касается личного кабинета держателя, как я уже говорила, доступны опции уведомления, получения уведомления от эмитента о предстоящем корпоративном событии, также о предстоящей фактической выплате дохода в рамках оказания услуги платежного агента по государственным и негосударственным ценным бумагам. Мы говорим про локальные. Вот. И voting, участие в заочном общем собрании акционеров. Опция эта реализована, но с некоторыми ограничениями. Чуть позже я отмечу еще подробно. То есть то, что касается реализованного сервиса, мы об этом с вами поговорили. Далее то, что в ближайшем будущем будет реализовываться. До конца текущего года мы планируем завершить работы по реализации прокси-воутинг. Это голосование акционеров через представителя. На первом этапе это будут депоненты. И в следующем году мы возьмем задачу голосования по доверенности. То есть здесь смогут участвовать за акционеров не только депоненты, не только сами акционеры путем прямого голосования, но и их представители по доверенности. Так, пишут, что со звуком что-то не то. Как слышно? Пишут, слышно Всё, хорошо. слышно нормально. Да. Алибек, может быть, перезайти? Так, ну, давайте продолжать.
Будет еще запись. В записи, надеюсь, все будет хорошо слышно. Можете посмотреть после, если вдруг не получится перезайти. Про личный кабинет держателя мы поговорили. И еще один раздел – это личный кабинет депонента. Что же доступно депоненту на сегодняшний день и какие планы у нас на ближайшее будущее. Реализованные так же, как для держателя, уведомления о корпоративных событиях от эмитента и о предстоящей фактической выплате дохода по платежному агенту. Как я уже сказала, прокси-воутинг с участием депонентов в качестве представителя акционера планируется реализация до конца текущего года. Депоненты смогут участвовать в заочных общих собраниях акционеров посредством личного кабинета. Я так думаю, что мы этот формат сейчас продолжим, да, кратко поговорим о том, что есть, а потом уже углубимся в интерфейсы. Я передаю слово коллеге Куаныш Отан, международные корпоративные действия. Если на данном этапе есть какие-то вопросы, можем остановиться. Я думаю, возникнут вопросы потом, когда мы будем рассматривать интерфейс, демонстрировать. Пока тогда переходим к международным корпоративным действиям. Куаныш? Спасибо. Так, международное корпоративное действие. Что у нас в первую очередь, так как эмитент у нас международные, мы в личном кабинете реализовываем функционал для депонентов и держателей. В первую очередь для депонентов это уведомление о событиях от самого эмитента и уведомление о предстоящих совершенных действиях по международным ценным бумагам. У держателя то же самое, но уведомления уже идут от самого депонента. Если говорить о функционале для депонентов и держателей, то здесь доступны сами уведомления. Также они касаются предстоящих и фактических выплат дивидендов, купона дохода и погашениях по международным ценным бумагам на основе обработанных в механизме Golden Record операциях вместо прямой трансляции МТ-сообщений. То есть если раньше мы только транслировали готовые МТ-сообщения, то сейчас мы уже обрабатываем их, вычленяем из них самую нужную информацию и показываем уже только ее. На данный момент механизм открывает действия типа Pay, то есть это выплаты, это сами дивиденды, купоны дохода и погашения, так как это были основные действия, по которым были наибольшее количество операций. И также весь этот функционал доступен через наш API-сервис. Что вообще такое Golden Record? Это, по сути, единый источник достоверной информации о корп-действиях, где ускоренная обработка сообщений SWIFT, которые мы получаем, и что это для депонента-держателя, по сути, это повышение надежности процессов, уверенности в корректности данных для следующих операций. Это то, что уже реализовано. А то, что у нас в планах, это также дорабатывать данный механизм и добавлять туда проведение глобальных операций на данный момент. Это то, что у нас оправдывается сейчас. То есть это основные глобальные операции по конвертации, обмену и дроблению. И также последующие операции, которые мы также будем добавлять. Помимо этого, мы также занимаемся добавлением операций по проведению досрочных частичных погашений по международным ценным бумагам. И в Куаныш, планах, можешь, да? пожалуйста, рассказать в целом про механизм Golden Record? Я думаю, не все, возможно, с ним сталкивались в работе. В чем его особенность, преимущество? Мгм. То есть суть самого механизма в том, что вот если раньше мы могли просто получать МТ-сообщения и транслировать их напрямую в личный кабинет, то есть там была вся информация, и депоненту приходилось самому разбираться, какие именно форматы ему нужны и так далее. То есть сейчас же мы обрабатываем их у себя, полностью забирая, и, по сути говоря, чистим само сообщение
и отображаем только то, что ранее, как мы после проведенного анализа решили, что будет наиболее важным для понятно. И также мы во время формирования самого механизма, самой записи в этом механизме, мы сравниваем много разных сообщений, которые к нам приходят, и после анализа выгружаем самую актуальную, самую нужную и ценную информацию, которая действительно будет нужна, которая действительно используется. То, какая информация используется, мы узнаем через исследования, которые проводим. То есть мы вводим статистику. Вводим статистику и наиболее используемую информацию только ту и оставляем. И только ту и отображаем. Дальше. То у нас в планах. Также планируем добавить проведение годового общего собрания акционеров через механизм Golden Record. И также добавляем последующие корп-действия, уже не только обязательные, но и добровольные корп-действия. Это самые ближайшие планы на развитие функционала. Окей. Конеш, у тебя все? Да. Я предлагаю перейти к обзору личных кабинетов, да, интерфейса ЛК-эмитента, депонента и держателя по тем основным опциям, о которых мы сейчас кратко вам рассказали. Я поделюсь экраном с вами тестовой версией личного кабинета. Как видно. И так, видно, хорошо. И первое, о чем мы с вами сейчас поговорим, это сервис платежный агент, запросы и подключение-отключение услуги. В личном кабинете эмитента после успешной авторизации и после того, как ответственным лицом назначены соответствующие права, пользователю доступны следующие опции. Да? Эмитент может подключить услугу платежного агента. Это подраздел подключения и отключения услуги в разделе «Платежный агент». По поводу того, как раздать права, сейчас, минутку, люди еще подключаются, необходимо воспользоваться вот здесь, да, опцией управления пользователями и следовать инструкции, которая доступна в разделе «Инструкции» по как раз выдаче прав, по пользованию подраздела подключения, отключения услуги и других разделов. Мы считаем сейчас, что доступ есть к разделу подключения, отключения услуги. Пользователю доступно журнал финансовых инструментов и журнал подключений и отключений услуги. А здесь доступны инструменты только те, которые со статусом в обращении. У пользователя есть возможность подать заявление на подключение путем нажатия кнопки «Подключить». После того, как будет электронная подпись произведена этого действия, сейчас, секунду, буквально. Так, действие подписано. Видим уведомление, да, что услуга платежного агента успешно подключена. То есть буквально какие-то секунды проходят. Дальше. Также принято решение, допустим, на стороне эмитента отключить услугу. Также по кнопке «Отключить» путем подписания происходит отключение услуги. То есть если раньше эмитенту необходимо было
обращаться через портал, писать заявление, отправлять по установленной форме. На это уходило до 3 рабочих дней, пока рассмотрели, пока подключили, пока все статусы проставили. Сейчас это делается вот таким образом в личном кабинете, минуя все бумажные заявления или же подгрузка заявлений в портале. Делается это с помощью одной кнопки. Отключить, подключить. В журнале подключения и отключения услуги доступен просмотр статуса. То, что касается подключения и отключения услуги, коллеги, есть ли вопросы? Или можем переходить дальше? Кстати, вот момент. Да, можно скачать ответ центрального депозитария. Это уведомление о прекращении оказания услуги платежного агента, если была отключена услуга. И если мы говорим про подключение, то уведомление о соглашении на оказание услуги, где мы говорим о том, что в настоящем уведомляем о согласии на оказание услуги с такой-то даты. Это тоже доступно в личном кабинете. Если вопросов нет, переходим дальше. Следующий подраздел – это запросы. О каких запросах идет речь? Эмитент может запросить общий список держателей для того, чтобы платежный агент, в данном случае центральный депозитарий, выплатил доход в соответствии со списком. Что мы делаем? Здесь доступен журнал запросов всех, которые ранее были поданы, и создание нового запроса. Выбираем финансовый инструмент, дата фиксации, причина составления списка, что там дивиденды, вознаграждения, погашения, когда дата выплаты начинается, когда заканчивается, и сумма, подлежащая начислению на один финансовый инструмент. Валюта выплаты подтягивается автоматически после того, как выбран финансовый инструмент. У эмитентов на практике часто возникал вопрос как раз вот по вот этому процессу. Операционисты очень часто сталкиваются с тем, что у эмитентов возникают сложности. Вот этот запрос необходимо также подписать. Подписываем. Входит, все, успешно. Ваш запрос принят в обработку. Статус видим, да, в правом верхнем углу. Так, обновляемся. Вот наш список, наш, вернее, запрос от 16 апреля. Если мы обновим страничку, необходима проверка операциониста. На данном этапе операционисты вручную проверяют запрос и отправляют список по запросу. Давайте таким образом посмотрим. Да, вот, как только операционисты на своей стороне проверят, список сформируется и будет доступен к редактированию. Для того, чтобы отредактировать, есть такая возможность построчно это все сделать или же подгрузить список. Загрузить отредактированный список. Поменяли все, что нужно, подгрузили и скачали. По этому сервису, по этим опциям, есть ли вопросы, коллеги? В конце концов, у запроса будет статус «Исполнен». После того, как сверяется список, отправляется на расчеты, как только дата выплаты наступает, центральный депозитарий выплачивает. В течение 10 рабочих дней ожидает возвраты по выплаченным суммам и предоставляет отчет эмитенту о том, что сколько выплачено, сколько не распределено, сколько отправлено на счет для учета невостребованных денег. Так, сейчас минуту. Вот в таком виде. Так, сейчас я с вами поделюсь. Видно, да? Отчет о том, сколько выплачено и сколько
передается на счет для учета невостребованных денег. Весь цикл по запросам я показала. Чтобы отменить запрос в кабинете от Айгуль, да, сейчас, секунду. Вы знаете, до тех пор, пока у вас не наступила дата выплаты, вы, в принципе, можете отменить этот список. Но если уже дата наступила, соответственно, нет этой возможности. Так, вот на оплате, допустим, если стоит, да, видим статус оплате, естественно, также нет возможности. По сформированному списку. Вы хотите, чтобы у вас по сформированным спискам, да, Игуль, была возможность отменять запросы? Вот такой опции на данный момент нет. Вы можете просто связаться с операционистом, они вам отменят. Это учтем. Если нужно будет, доработку проведем. Так, возможность отмены на стороне ЛК эмитента. Коллеги, еще вопросы? Так, вопросов нет. Давайте перейдем дальше. По платежному агенту я вам рассказала. Следующее – это будет уведомление. Уведомления доступны в разделе «Корпоративные действия». Уведомления о корпоративных событиях называется подраздел. Здесь у эмитента есть возможность создать уведомление, выбрав тип, выбрав дату события, когда, по какому инструменту, заполнив и отправив в личный кабинет держателя и в личный кабинет депонента. Многие поля заполняются автоматически. Также есть возможность получить в этот же подраздел, в журнал, информацию о том, что предстоит, да, или же в процессе. Вот видим, да, такой журнал со всеми корпоративными действиями, о которых уведомляет центральный депозитарий. Какие-то предстоят, какие-то завершены, какие-то в процессе. По тем инструментам, эмитентом которых является лицо, которое зарегистрировано в этом личном кабинете. Так, это то, что касается уведомлений. Коллеги, вопросы? Аналогичный сервис уведомлений и у команды международных корпоративных действий. То есть здесь этот сервис реализовывался командой. Мы его переиспользуем. Если вопросов нет, я предлагаю перейти к подразделу e-voting. То, о чем я говорила в самом начале, этот сервис дает возможность провести общее собрание акционеров. Также доступен журнал предыдущих собраний. Здесь я с вами поделюсь коротким видео, где будет продемонстрировано как раз вот весь процесс e-voting. Извините, пожалуйста, за то, что перебиваю вот по Да-да. предыдущему вопросу. Вот вы показали вот функцию уведомления. Да. А для чего нужно вообще заполнять вот эту функцию уведомления о выплате купона? То есть для кого она идет? Куда идет эта информация? Если мы как Смотрите. эмитент, Да. мы КФУ, мы, например, в этот же день автоматически уведомляем КАСЕ по системе ИСТУИН о выплате купона. А здесь для кого это уведомление? Смотрите, здесь два вида уведомлений. Да? Первое – это инструмент для того, чтобы эмитент уведомил своих акционеров о том, что предстоит то или иное событие корпоративное. А по поводу того, что будет выплата купона в рамках оказания платежного агента, центральный депозитарий уведомит всех вас, как эмитента, ваших акционеров и депонента о том, что по вашему инструменту предстоит выплата дохода, например, или уже совершена.
Это Но просто это уведомительного характера. опциональное, да? То есть по выбору мы можем не На использовать. сегодняшний день, да, в вашем распоряжении этот инструмент есть, вы можете им пользоваться, вы можете им не пользоваться, Окей. но на будущее мы планируем реализовать как раз вот то, что я о чем говорила, да, принцип одного окна на базе личного кабинета, чтобы у вас не было невозможности, а необходимости отправлять в несколько источников информацию. Вы ее здесь будете предоставлять, а мы ее дальше будем транслировать. И тогда, получается, на ИСТУИН Да, ребята да, с КАСЕ да, должны будут да, ее грохнуть, да. эту функцию. Ну, в будущем, да, планы такие. То есть на Вот. базе личного кабинета создать такой раздел, где вы будете просто, зайдя один раз, указав информацию нужную, которую вы на сегодняшний день передаете в ДВО, в центральный депозитарий, на биржу, один раз разместив, мы будем передавать дальше уже эту информацию. Все понятно, спасибо. Ну, это в планах. Да, спасибо, Эльмира Ярдулет. Здесь тоже, да, нужно добавить, что в целом мы хотим реализовать, да, принцип одного окна, потому что не все эмитенты имеют листинг, да, бумаг в официальном списке, в неофициальном списке КАСЕ, поэтому у центрального депозитария база клиентов, часть эмитентов гораздо шире, поэтому для удобства, чтобы эмитент, да, не раскрывался на разных источниках, и чтобы все было унифицировано, мы хотим реализовать это именно через личный кабинет. Да, Далее мы будем самостоятельно, да, распространять на КАСЕ, так как у нас есть тоже с ними интеграции. ДФО останется, скорее всего, только депозитарием финансовой отчетности и не будет вовлекаться в части корпоративных действий. да, спасибо, Тамара. Спасибо. От Варвары вопрос по поводу доступности отчета о списании ценных бумаг в этом разделе. Нет, здесь в разделе уведомления о корпоративных событиях доступны только вот два, да, вида уведомлений. Те, которые сформированы эмитентом, ВЛК эмитента, и те, которые отправляет центральный депозитарий в рамках оказания услуги платежного агента. На сегодняшний день так. Так, только смогли подключиться. Следующий вопрос. Вчера произошло полное погашение выпуска, а в ЦД необходимо провести какие-либо дополнительные действия в виде уведомления. Вы как эмитент, если действуете, в ваших руках инструмент об уведомлениях, вы можете самостоятельно зайти в ВЛК эмитента, выбрать уведомление и, пожалуйста, заполните те поля, которые являются обязательными, и уведомите своих акционеров о том, что произошло. Они получат, если они есть в личном кабинете. То есть это собрание, или же это выплата, или просто информация какая-то. У вас есть возможность как раз все это провести. Какие-то изменения. Инструмент рабочий. Коллеги, еще вопросы? Я предлагаю дальше переходить. Я обещала вам показать видео по процессу проведения заочных общих собраний акционеров. Так, сейчас буквально минутку. На сегодняшний день это доступно в личном кабинете. Эмитент может зайти, зарегистрироваться, выбрать необходимую опцию и создать общее собрание. Так, виден ли мой экран? Нет, сейчас, секунду. Итак, после того, как эмитент зарегистрировался, да, авторизовался, выбрал раздел эмитента, перешел в подраздел e-voting в разделе «Корпоративные действия». Здесь, как я уже показывала, да, доступен журнал
корпоративных собраний, журнал собрания акционеров. Можно выбрать, отфильтровать по дате за какой-то период, выбрать вид ОСА внеочередное или годовое, и также по статусу в этом журнале доступна информация. Это то, что касается просмотра журнала. Далее переходим к созданию нового собрания. Для того, чтобы это собрание создать, необходимо ознакомиться с правилами использования электронной системы голосования и выбрать услугу с участием центрального депозитария в качестве счетной комиссии. У нас вопрос от Асель. Асель, пожалуйста. У вас рука поднята была. Продолжаем дальше. Асель? Асель, мы можем дальше продолжать. Как только эмитент воспользовался вот этой опцией ознакомления с правилами использования системы электронного голосования, выбрал услугу счетной комиссии, здесь право эмитента, да, выбрать эту услугу счетной комиссии или же не выбирать, может быть, своими силами не будут подсчитывать и подводить итоги. Эти правила будут доступны для просмотра, скачивания, ознакомления. Если согласен с правилами, переходит дальше. Для того, чтобы создать повестку, да, необходимо первым делом заполнить раздел «Информация об обществе». Какие-то поля заполняются автоматически. Это БИН, наименование. Необходимо эмитенту выбрать вид ОСА, годовое или внеочередное, кто инициатор созыва общего собрания акционеров, дату составления фиксации списка. И здесь важный момент. Прежде чем формировать общее собрание акционеров, да, создавать список для проведения общего собрания акционеров уже должен быть. То есть прежде чем начинать процесс создания общего собрания акционеров, необходимо запросить список для проведения общего собрания. Да, Игуль, запись будет. Мы выложим. Я продолжаю дальше. Дата начала предоставления бюллетеней указывается и дата окончания приема бюллетеней. Обратите внимание, что на каждом поле есть такой вопросик с информацией основной по заполнению. Как только все поля заполнены, будет доступна кнопка «Сохранить». И подгрузить материалы к собранию. Это может быть порядок проведения голосования, какие-то правила, то есть то, с чем должны ознакомиться будут акционеры, участники голосования. Удалить, если вдруг что-то неправильно подгружено. И доступны несколько версий на русском, на казахском, на английском. Сохранили то, что подгрузили. Теперь создаем, собственно, повестку общего собрания акционеров. Формулируются вопросы, также на казахском, на русском языке, тип вопроса, требования. Если есть необходимость, добавляется документ. И информация о требуемом количестве кандидатов для назначения, например, в состав члена совета директоров, если это вопрос для рассмотрения на общем собрании акционеров. Вся информация заполняется необходимо и
На этом завершается формирование повестки общего собрания акционеров, назначение собрания, да, так назовем. Есть возможность просмотреть, удалить и итоговый вариант сохранить. Если есть интерес к этому сервису, у вас будет возможность воспользоваться тестовой средой, посмотреть, что, как, удобен ли интерфейс, возможно, какие-то пожелания у вас появятся для доработки, или же вы воспользуетесь текущим функционалом. Пожалуйста, мы будем рады, если вы подключитесь к тестированию и проведете общее собрание акционеров с использованием нашего реализованного сервиса. Как только вся информация заполнена, идет подписание заявления на использование системы электронного голосования для проведения заочного общего собрания акционеров. Вот здесь в правом верхнем углу вы видите, да, иконки по шагам, как что можно сделать для вашего удобства. Скачать документы, которые вложены, просмотреть и увидеть собрание со статусом «Отправлено ЦД» в журнале. Это то, что касается создания собрания. Процесс голосования. Так, процесс голосования также. Мы теперь заходим как держатель в личный кабинет. В разделе «Корпоративные действия» и «Voting» будет доступна информация о собраниях со статусами. Да? Вот мы видим статусы собрания назначено, идет голосование, или же собрание завершено. С наименованием эмитента, с БИНом, когда начался прием бюллетеней, когда закрылось проведение собрания. Также есть инструмент фильтрации по датам, по виду, по статусам, по наименованию. Вопрос. Да. Коллеги, у кого-то вопрос? Да, слышно, да? Слышно? Скажите, пожалуйста, вот по интерфейсу, в принципе, все вопрос понятно. Просто поскольку мы поздно подключились, можно уточнить, если у вас сейчас интеграция получается с биржей только в отношении ценных бумаг, да, решений корпоративных, или интеграция будет с ДСФО, и вот видите, сроки на бирже по отчетности и сроки на ДФО иногда разные. И вот эта вот отчетность, которую вы планируете, будет друг другу соответствовать? Да, коллеги, мы возвращаемся к вопросу, который ранее мы обсудили о сервисе уведомлений, да, и о развитии системы корпоративных действий на базе личного кабинета. Как я уже сказала, это у нас планы на будущее реализовывать на базе личного кабинета такой портал по принципу единого окна, который будет функционировать, где эмитент, зайдя один раз и передав информацию в центральный депозитарий, у него не будет необходимости дальше еще дополнительно идти в ДФО, на биржу, размещать какую-то либо информацию. Зайдя один раз, центральный депозитарий дальше уже передаст, кому это нужно. Это касается информации о корпоративных событиях и действиях. А то, что касается информации по финотчетности, финансовой, так мы ее назовем, то, что на сегодняшний день еще принимает ДФО на своей стороне, это будет также останется у ДФО. Но это пока только планы.
Скажите, а вот здесь вот сейчас вы по годовому отчету, по собранию электронному голосования, есть там раздел «Единственный акционер»? То есть если решение принимается единственным акционером. Так-то по Да, такая, интерфейсу всё понятно. да, Заполнение, такая вложение. возможность есть. Если а, у вас единственный акционер, да, пожалуйста, Мгм. можете воспользоваться. Просьба вот все-таки вот по срокам отчетности, которые мы отправляем на биржу, да, там есть разночтения, можно их как-то привести в соответствие, чтобы мы... Потому что на бирже сроки короче, а на ДФО Да, больше. конечно. Мы, когда будем реализовывать сервис приема уведомлений, передачи информации эмитентами, мы обязательно это учтем при анализе. Спасибо большое. А ориентировочно когда это планируется вводить? Ориентировочно следующий Это, год. да, после, скорее всего, внесения, да, изменений в закон о рынке Нам ценных бумаг. необходимо будет еще инициировать изменения в законодательную базу, да, нормативную. Поэтому нужно будет подождать. Мы вас обязательно уведомим о старте работ, в процессе будем, возможно, какие-то у вас запрашивать предложения. Если у вас появится, вы всегда можете к нам с этим выйти. Подскажите еще, а вот она автоматически также будет перевод на казахский и английский? Или там выбор языка нужно самим? Вот Что когда мы на именно? ДФО, на ДФО, когда мы пишем корпоративное, да, извещение, отчет, там нужно на казахском, ну, по выбору, если у тебя есть еще английский, то есть русский, казахский и английский, и ты сам переводишь, да, вот через переводчик или там здесь, а когда мы на биржу, допустим, ну, выплаты купонные даем, там автоматически, то есть есть окна, ты заполняешь, и они автоматически уже Мгм. на 3 языках уже есть такая функция. Но мы учтем самые лучшие практики при реализации и Спасибо. в ходе анализа примем решение, то, которое Да, по будет. корпоративным Да. действиям там будет требоваться от вас перевод. Нужно будет на доступном одном языке забить информацию на выбор, да, русский, казахский, как вы пожелаете, и перевод будет автоматически осуществлен. Коллеги, Потому что мы можем дальше. сейчас тоже распространяем же новости сразу на 3 языках на корпоративном сайте, да, например, для держателей по всем Да. корпоративным действиям. Основная информация у нас поступает обычно на русском языке. Мы ее самостоятельно переводим. А у меня, знаете, еще вопрос по доступу. Вот сейчас, допустим, в каком разделе, чтобы ограничить какие-то действия, ну, не от первого руководителя, а распределить вот узкие какие-то полномочия, да, на сотрудника, вот разные полномочия. Можно такое действие в этой У вас программе? есть, да, возможность в установлении деловых отношений. Так, сейчас, секунду, давайте я верну экран с личным кабинетом. Просто раньше делилась еще на старую программу, мы вводили что-то в старой программе, потом Мгм. объединили. И вот где это, в каком разделе? Вот, Айгуль, смотрите, управление пользователями. Управление Да, пользователем. верхняя сторона, управление пользователями. Так, И здесь необходимо будет ага, управление ролями. Так мгм, нажимаете и мгм, выбираете любую нужную вам роль. То есть это депонент, эмитент, держатель или банковские услуги. И тогда, выбрав, допустим, вот, ну что, эмитент, да, мгм, будет мгм, доступна услуга. Вы ее выбираете и нажимаете ОК. Все. мгм. То есть не обязательно, чтобы первый руководитель, вот важные там какие-то запросы за его подписью можно делегировать. Если первый руководитель делегирует, то да, можно. То есть первым делом должен первый руководитель авторизоваться и выдать соответствующие права и роли. Это вот где управление доступом, да? Управление пользователями. Вот сейчас Да, в верхней а части потом, экрана, когда видите? проваливаешься, там Да, администрирование и управление ролями, да? да, да. Правый столбец управление доступов, управление ролями. Все, спасибо большое. Так, возвращаемся к нашей презентации по e-voting. Осталось совсем немного. Сейчас, секунду.
Мы в разделе держателя, в личном кабинете держателя доступен к просмотру журнал собраний. Мы выбираем то собрание, где идет голосование, началось голосование, информация об обществе доступна к просмотру. Ознакомиться держатель, да, акционер может с вложенными документами, просмотреть и проголосовать. По каждому вопросу, которые включены в повестку дня, у акционера есть такой инструмент для голосования. Видим, да, варианты голосования за, против или воздержался. То есть интерфейс очень простой. Если какое-то особое мнение есть, его тоже может выразить акционер. Проголосовав по каждому вопросу, необходимо сохранить, чтобы сохранились результаты. Так, пока вы смотрите интерфейс, да, демонстрацию интерфейса, здесь еще вопрос поступил по поводу корпуса событий. Мы вот буквально после АТОСЕЛЬ, да, мы буквально после вот этой демонстрации поговорим. Вижу ваши вопросы в чате. Итак, по каждому вопросу за, против, воздержался, просмотрел еще раз, отредактировал, вдруг ошибочно проставлено, да, проставлен голос. И окончательный вариант сохраняет. Все, после того, как завершилось собрание, бюллетени к редактированию запрещены. То есть нет такой возможности отредактировать, только просмотреть. Это демонстрация касалась голосования акционерами. И буквально последний этап – это итоги голосования. И эмитент, и держатель могут ознакомиться с итогами голосования, зайдя в личный кабинет, в тот же раздел «Корпоративные действия», подраздел «E-voting». И скачав, да, нажав на кнопку, есть информация об итогах голосования, какое количество голосующих акций и какое количество акционеров участвовали в собрании. Дата составления списков. Ну, вся информация о том, какое собрание проведено. Протокол об итогах голосования доступен в том случае, если выбрана услуга счетная комиссия. Также на русском и казахском языках. Доступны для скачивания и просмотра. То есть здесь дата назначения, дата собрания, дата составления протокола, где проводилось, если с использованием системы электронного голосования, и центральный депозитарий оказывал услугу счетной комиссии, будет указана система электронного голосования центральный депозитарий. Информация об обществе и информация о том, как прошло собрание с итогами. Информация о счетной комиссии, о членах счетной комиссии, все вопросы и итоги. По демонстрации у меня все. Вопросы
по этому сервису, возможно, есть, коллеги? Здравствуйте. Да, добрый день. У меня вопрос касательно не электронного голосования. У вас раньше был второй портал, по которому мы выгружали справки о держателях, мы вели переписку с вами по doc.kcd. И вот теперь вопрос. Мы уже поняли, что справки теперь можно выгружать на главном сайте, да, вот в этом центральном депозитаре вашего. А вот единственное, теперь, когда у нас будет следующее зачисление акций от единственного акционера, мы писали письмо, там просим вас произвести зачисление ценных бумаг. Теперь это через какую платформу будет проводиться? Или это не нужно будет запускать такие письма? Тамара, у тебя есть информация по вот этому сервису? Ответишь коллегам? Я не очень, если честно, поняла, потому что давайте уточним. Вы говорите, до KCD вы просто письмо, да, закидывали какое-то Мы официальное? туда закидывали письмо, да, мы писали там, просим вас зачислить ценные бумаги там по согласно вот этому решению, перечень документов тоже ложили туда, и за подписью генерального директора уходило. И вот теперь, Мгм. когда у нас будет следующее пополнение от единственного акционера, вот нам теперь как действовать? Необходима ли эта функция писать письма, да? Вы в целом уже являетесь пользователем ЛК? Потому что обычно через док KCD у нас идут эмитенты, которые еще не зарегистрированы в личном кабинете, и Нет, мы они не пользуются еще зарегистрированы. Мы зарегистрированы везде, регистрированием. да. Мгм. Мгм. Хорошо. И получается, само корпоративное действие какое хотите осуществить? Ну вот, например, в прошлом году у нас, когда были пополнения, да, увеличение количества акций, мы писали вот письмо о том, что просили, Мгм. чтобы нам зачислили на наш счет по этому. Мгм. Вот, и поэтому я сейчас спрашиваю, в этом году изменилась ли эта процедура или как теперь это делать? Потому что я как поняла, эту платформу вы будете убирать, да, ssol.kcd? Док KCD пока мы не планируем убирать, потому что у нас, если честно, сейчас до сих пор по всему Казахстану очень много эмитентов, которые не совсем плотно интегрированы в информационные услуги. И часто они Ага, с печатью пишут, а нам письма шлют и так мгм, далее. Пока что вот этот вопрос интеграции не полностью прошел. Поэтому до мгм, KCD пока не планируем убирать. А единственное, я просто хочу понять, у вас здесь как бы корпоративное действие идет. Просто в личном кабинете и самой автоматизации увеличения м. капитала, как бы такого действия у нас нету, как услуги пока что. Поэтому, Вот я открыла может письмо, быть. которое мы запускали, вот, Мгм. и мы писали, что это просим провести процедуру зачисления эмиссионных ценных бумаг в соответствии с требованиями правил, то есть по ведению Мгм. реестра держателей. И мы там прикладывали наши проспекты с изменениями, свидетельство выданное, да, с РФР. И вот то есть мы продолжать будем эти письма направлять, правильно я поняла вас? Раз вы не убираете ту систему. Да, потому что это в целом обработка идет отдельно операционистом. Он все Мгм, документы проверяет, проспекты проверяет. Этот будет также, да, скорее всего, пока по письму. Давайте мы мгм, это тоже возьмем в работу, потому что мгм, по действиям там, да, достаточно много действий, дробление, консолидация. мгм, Пока что мы вот именно в личном кабинете показали функционал уведомлений, мгм, потому что он направлен на большое количество пользователей, да. То есть эмитенту удобно через эти сервисы быстро провести действия с держателями. У кого там больше 100 000 держателей, это максимально удобно. А здесь мы этот функционал еще, да, не рассматривали, именно подробление, консолидация отдельным мгм, действием с выпусками ценных бумаг, поэтому это пока, да, под сидит. мгм. Ну, тогда понятно. Хорошо, спасибо Мгм. большое. Спасибо вам за вопрос. Коллеги, буквально еще какое-то время мы рассмотрим вопросы, которые в чате поступили, и будем завершать. От Виктора Литвинова вопрос. Если будут ошибки при заполнении, вы проверяете на своем уровне или ответственность полностью эмитента? Виктор, я правильно понимаю, вы говорите о том, о передаче информации, которую мы получаем от эмитента далее, да, на КАСе и в ДФО?
Здесь, Да, да, Эльмира, Виктор. здравствуйте. У меня просто тоже личный вопрос на предмет того, что когда вот идет заполнение самой заявки на проведение собрания, то есть, понятное дело, там есть какие-то логические, да, выборы, но, возможно, да, где-то ошибки элементарные, там, орфографические. Вот когда уже эмитент сохранил, вы какую-то проверку дополнительную осуществляете, или это полностью ответственность самого эмитента, то, что он указал по повестке там и так далее? Спасибо. Именно грамматических ошибок и содержания повестки, я думаю, что это должно быть на ответственности эмитента. Мы будем передавать информацию, смотря о каких проверках идет речь. Ну, предположим, там повестка дня годового собрания у нас стандартно идет общее собрание акционеров по утверждению годовой финансовой отчетности, там распределение чистого дохода, ну, просто, может, там забыли указать доход, там, ну, вот именно такого стилистического характера, или здесь то, что они заполнили, так оно и остается, то есть вы по своему уровню Если какие-то... это будет обязательно для заполнения поля, то без него они не создадут. Необходимо будет проработать вот эти все моменты, что будет являться обязательным для заполнения, что нет. То есть если предполагается, что для передачи годовой финансовой отчетности необходимо указать доход, это уже, во-первых, с ДФО будет отрабатываться все документы по финотчетности, не через центральный депозитарий. А если говорим про общее собрание акционеров, и в повестке необходимо отразить какую-то информацию, то там посмотрим, да, что необходимо будет обозначить как обязательно. Заполнять за эмитентов мы ничего не будем. Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос Елены. Сбор списка акционеров к собранию будет обозначен как отдельное корпоративное действие. Ну, да, в принципе, это как событие, да, что эмитент запросил список к собранию. Мы можем уведомить о том, что вот произошло такое событие. Здесь, да, можно как отдельно рассматривать. Ну, то есть депонент самостоятельно может зайти в личный кабинет и этот список составить, занести своего там акционера, вашего, вернее, акционера. Вы имеете в виду, если запросил эмитент запрос, осуществил, да, запрос списка акционеров к Да, общему да, к собранию собранию. акционеров, Мгм. мы ему отдаем этот список. Ну, хорошо, депонент, имеете в виду, каким образом должен там раскрыть? Про это речь? Да, то есть в личном кабинете это будет обозначено отдельным КД, в которое депонент может провалиться и занести нужное раскрытие. По идее, к общему собранию акционеров у нас должен быть финальный список со всеми раскрытыми конечными голосующими, так скажем, да. Мгм. И Да. проваливаться в список депоненту не нужно будет, пока вот по предполагаемому сценарию. Ему нужно будет передать информацию о том, кто конечный голосующий. А как он может И передать эту плюс информацию? инструкцию, да. То есть если ему акционер передал инструкцию Мгм. «проголосуй за меня», мы, эмитент и центральный депозитарий, должны получить эту инструкцию в соответствии с информацией, с инструкцией, полученной от депонентов, акционеров. Мы, эмитент уже будет формировать, даже не формировать, а вносить изменения в тот список, который был изначальный, ту информацию дополнительную. И с учетом этого будет сформирован окончательный список. То есть депоненту проваливаться в список не нужно будет. Ну, просто как этот список будет собираться? Вот как нам передать эти данные об акционере? Вы получите уведомление. Вы как сейчас, как депонент, да, задаете Да, вопрос? да. Вы как депонент получите уведомление о том, что предстоит общее собрание акционеров. Мгм. И идет список. И, Идет сбор списка. список уже изначально есть. Да. Вы же не просто так получили это уведомление. Вы, скорее всего, есть в списке, тот, который был сформирован изначально. А как он Хорошо. сформирован изначально?
по той информации, которая есть у центрального депозитария, кто держатель этих бумаг. Эти бумаги в номинальном держании или в прямом держании у акционера. Если это номинальный держатель, будет указан номинальный держатель, да, депонент, вы, и вы получите это уведомление. Далее Так. вы должны показать, кто у вас будет финальный голосующий. Для этого вы отправляете инструкцию. Вас инструктирует акционер проголосовать именно в этом общем собрании акционеров. Но пока еще только не проголосовать, идет только сбор списка Ну, окей. акционеров. Хорошо. Если потребуется раскрытие, вы раскроетесь. И этот список будет являться предфинальным. Финальным будет тот, где мы укажем, что вот за вашего акционера будете голосовать вы. Это будет в финальном списке. Как мы Кажется, передадим Елена здесь перед- имеет в виду, да, то есть как мы отправляем запрос на раскрытие депоненту. То есть если мы до финального, да, до конечного собственника, как он получит это уведомление о необходимости раскрытия? Ну, как сейчас это происходит? Запрос? Сейчас Ну, вот запрашивается это и нужно общее объяснить. собрание. Ага. Да. Все точно так же, А, как сейчас. Но у нас еще один будет этап. Я вот это хочу донести, что помимо раскрытия, да, вы еще должны будете предоставить инструкцию, которую вам передал акционер, для того, чтобы именно вы проголосовали на общем собрании акционеров. И эта Ну, информация будет внесена в список. Но акционер может и не голосовать. Может не голосовать. Ага, но в список он будет внесен заранее. Ну, как вы вот рассказывали, еще до Да, собрания да. будет составлен список. И Мгм. вот вопрос, как депонент, номинальный держатель, передаст вам информацию об этом акционере. Вот в личном кабинете каким образом он эти данные передаст? Сейчас Через личный кабинет. в рамках запроса именно вот списка на общее собрание акционеров, каким образом у нас происходит? Вы сейчас получаете такие уведомления о том, что вам необходимо раскрыть информацию о ваших клиентах? Ну, когда-то это было как SWIFT запрос, да, Мгм. сейчас как Мгм. бы как не SWIFT, но получаем, хорошо. Мгм. Да. Если вы в личном кабинете, вы также получите эту информацию о том, что необходимо раскрытие. И будет возможность внести, зарегистрировавшись в этом личном кабинете, внести эти данные. Ну, не то, что внести, передать эти данные, давайте так скажем, а уже А вы список, да. не могли бы показать, в каком месте это? Давайте мы вам запишем короткое видео с этими опциями, хорошо? Потому что другая команда сопровождает этот процесс. Хорошо, Сейчас, спасибо. честно говоря, да, детали я вам так не покажу, как покажет эта команда. И это будет вот на уровне депонент, естественно. Да. Спасибо. Да, И это будет на вопрос, уровне понятно. Там будет Excel-файл, да, то есть вы заполняете Excel-файл, его прикладываете, файл проходит проверку, система вам выдает ответы по итогам проверки, если что-то надо дополнить или изменить. Но в итоге, да, вы в личном кабинете депонента сдаете Excel с раскрытием. Создаю, как бы это будет инициатива, а не то, что там будет висеть, опять же, возвращаясь какое-то событие, да, Мгм. в котором. Мгм. Да, То есть это будет как то есть вы инициатива, можете создать Excel. откорректировать. Да, там будет отдельная страница. Да, вот как Эльмира сказала, мы запишем вам это видео. Это вот функционал а, реестровой части, то есть держателей, да. Да, там будет создать, приложить файл с раскрытием, Хорошо, мы и тогда он ждем будет проходить видео. проверку. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. да, коллеги, и еще пару вопросов у нас осталось. От Асель по поводу раскрытия держателей акций возникала проблема в файле с раскрытием. Не была предусмотрена графа с адресом держателя. Эта информация требуется для эмитента. Возможно ли в будущем добавить отдельный столбец с этой информацией и фамилия, имя, отчество при наличии наименования акционера? Да, хорошо, как раз вот команде, которая запросами, реестрами занимается, мы передадим ваш вопрос.
И вопрос от Айгуль. Старую программу можно уже не использовать, все услуги есть в новом личном кабинете Центрального депозитария. Ну, как в начале нашей встречи было оговорено, что если касается корпоративных действий, у нас остался сервис невостребованных денег, да, передачи эмитентами списка невостребованных денег в старом портале. Также есть возможность передать какие-то документы, списки через DocKCD. Это еще остается. До конца текущего квартала по невостребованным деньгам сервис будет перенесен в новый личный кабинет. Вопросов в чате больше нет. Коллеги, может быть, дополнительные какие-то вопросы есть? По презентации, по обзору сервисов у меня на сегодняшний день все. Мы будем ждать следующие встречи для того, чтобы поделиться с вами какими-то новыми наработками, доработками. И будем признательны вам за предложения, какие-то, возможно, боли, да, с которыми вы Можете подсказать, сталкиваетесь в процессе. извиняюсь, можете Да. подсказать, где вы делаете вот эту рассылку? Потому что мне коллеги из другого департамента перекинули, что вот такая информация о проведении Zoom-митинга, вот, а куда это? В чат вы какой-то рассылаете, почту где-то добавить? Да, у нас есть несколько каналов для оповещения. Первый – это Market Discussion канал в Telegram-канале, отдельная ветка. Вот, фарм депонента и Тамар, куда мы еще отправляли? Скажи, пожалуйста, напомни. Да, мы также попросили наших коллег с КАСЕ сделать рассылку всем эмитентам КАСЕ. Мгм. И наш фронт-офис, наш клиент отдел тоже сделать рассылку по имейлу всем своим клиентам. Но я думаю, что наиболее оперативно сейчас, наверное, это телеграм-канал, А есть поэтому ссылка? Аружан, Можете? Да, если пожалуйста. вы можете, да, давайте сейчас, Эльмир, не завершайте, пожалуйста, чат, хорошо? Я Аружан сейчас в личные сообщения напишу, чтобы она мне сказала ее корпоративную почту и, возможно, телеграм, если есть. Давайте, И давайте. также Елена, можете, пожалуйста, тоже мне в личных сообщениях ответить? Я вам написала. Хотела бы уточнить вашу корпоративную почту, чтобы выслать инструкцию. Да, хорошо, Тамара. Можете мне Пишу. ответить, пожалуйста? А можно Да, вопрос, коллеги. забегая вперед, поскольку ДФО и биржа, да, там много перекликается отчетности, вы сейчас говорите только о корпоративных действиях. А вот эту программу нельзя интегрировать также вот аффилированные лица, ну, то, что с ДФО и биржей. Только корпоративное событие, да? Ну, там же, вот, допустим, есть аффилированная, финансовая отчетность. Она вся дублируется в бирже. На Коллеги, бирже. позвольте я прокомментирую, вот как представитель Казахстанской фондовой биржи. Нужно понимать, что у нас имеется закон о РЦБ, который определяет, что эмитент должен предоставлять информацию на ДФО. Это бесспорно. Там же есть оговорка, то, что эмитент, ценные бумаги, которые находятся в списках, они также должны предоставлять и на биржу. Соответственно, есть информация, которая действительно дублируется, и это исторически так сложилось. И со своей стороны мы предоставили сервисную программу, которая позволяет вам то же самое письмо загружать как на ДФО и на биржу. Но в целом мы понимаем, что есть такая проблема, которая дает необходимость размещать двух источников, и в будущем мы этот вопрос, конечно, прорабатываем. Возможно, где-то мы оптимизируем этот процесс, потому что, да, не совсем целесообразно один и тот же документ в двух источниках размещать. В отношении сроков, то есть из 25 корп-событий, которые сейчас там имеются, только по одному идет несовпадение по срокам.
это только в отношении информации об изменении состава правления либо совета директоров. То есть в рамках закона это 10 рабочих дней, у нас 3 рабочих дней. И наша позиция здесь достаточно принципиальная. Мы не хотим получать информацию об изменении первого руководителя только через 10 дней, когда за это время, может быть, произойти существенные какие-то моменты. Поэтому для нас 3 дня – это достаточно принципиальная позиция, и только в нем есть несовпадение. На будущее, да, мы будем прорабатывать, в том числе с центральным депозитарием, возможность некой интеграции по тем или иным событиям, но в частности то, что сегодня было обозначено, выплате дивидендов, выплате корпоративных событий, корпоративных по облигациям, да, купона. Возможно, также будет работа и в отношении корпоративных каких-то действий и событий. Но нужно понимать, что полностью размещать только на ДФО, либо только на бирже, все не получится, потому что если мы говорим про те же финансовую отчетность, то в рамках ДФО вы предоставляете укороченную, сокращенную отчетность, которая подготовлена в рамках форм Минфина. На биржу предоставляется именно 4 формы плюс примечания, либо пояснительная записка, которые составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Поэтому в итоге некая интеграция и сокращение форм, типов и самого перечня отчетности и событий мы будем работать в этом отношении, но какая-то часть, она в любом случае останется. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо, Виктор. Так, и еще появились вопросы, коллеги. Запись вебинара мы отправим. Так, куда отправите? Мы дадим ссылку на... Запись будет размещена в YouTube и будет доступна в Телеграм-канале. Так, и Да, еще... спасибо, Альмира. Мы, получается, запись отправим в Телеграме, да, будет на Ютубе. И вот как я в самом начале встречи сказала, мы на следующей неделе также вышлем ссылку в нашем Телеграм-канале на отдельный сайт, потому что у нас планируются именно митапы по разным темам, то есть и по депозитарным сервисам, и по банковским услугам. Поэтому это будет отдельный сайт, на котором будут размещаться ссылки приглашения. Можно будет проходить, да, также по ссылкам на эти встречи, и там будут вебинары. Поэтому, я думаю, первоисточником все-таки лучше считать Телеграм-канал. Там мы оперативно извещаем обо всем, но также будет сайт. По контактам спасибо, все написали мне. Единственное, только от Елены. Елена, к сожалению, пока не получила от вас Тамара, я корпоративной почты. не могу найти, Не видите, где, да? да, где это личные Мгм. сообщения. Ну, как бы общий чат только. А личные сообщения где мне найти? А можно в общий чат ссылку на Телеграм-канал? Да, давайте так сделаем, хорошо. Еще Ну, все, кто пройдемся. мне выслал контакты, я самостоятельно, да, добавлю, если, к сожалению, не получается. Я в целом, Елена, вам написала. Возможно, у вас где-то должно загореться, что это личное сообщение. М, Не Нет? загорается. Нет, не загорается. Да. Хорошо. Это Сейчас еще общий скажу. чат. Мгм. Все, появилось. Появилось? Отлично. Все хорошо, дальше Так, шагом. Мгм. спасибо. Коллеги, у нас Напишите, еще есть пожалуйста. вопросы. Я приношу извинения по поводу необходимости применения пароля при входе. Создалось неудобства кое-какие. Исправимся к следующей встрече. Приносим извинения. Вот. По поводу отклика, да, отзыва от Зины. Спасибо, УЦД самый удобный ЛК. Очень приятно. Мы стараемся, команды, ребята, разработчиков, аналитиков проводят огромную работу. Рады, что получаем такие хорошие отзывы, позитивные. Все делаем для вас. По вопросу АЯКОС,
Скажите, для депонентов каким образом подается от имени клиента бюллетень для участия в корпсобытии? Вы имеете в виду для участия в общем собрании акционеров? Этот сервис пока не реализован. Планируется до конца текущего года участие депонентов в качестве представителей голосования их в общих собраниях акционеров. И речь идет о заочных общих собраниях акционеров с использованием электронной системы голосования центрального депозитария. Так, про пароль сказали. Полностью отказаться от ARM-депонента и банк-клиента. Тамар, какие у нас сроки на сегодняшний день? Да. По банк-клиенту у нас, если честно, уже вот весь функционал перенесен в личный кабинет. Мы только ожидаем самих действий депонентов, что они будут готовы. Мы уже в целом и пошли немного другим путем. Мы узнали вендоров, аутсорсинговые компании, с которыми работают депоненты, чтобы быстрее помочь через них осуществить переход полностью на ARM-банк клиента. По ARM-банк клиенту пока ориентир до конца года. Это будет полный переход. По ARM-депоненту здесь, скорее всего, будет более долгий переход. Опять же, да, в связи с тем, что у нас еще много нерезидентов клиентов, и пока мы полностью отрубить их от услуг не можем, но мы ждем все-таки перехода постепенного, да, будем сами тоже рассказывать больше об удобстве ЛК, будем постепенно всех клиентов переманивать в ЛК за счет удобства. Пока ориентир по арму депонента тоже был на этот год, но, скорее всего, он будет отложен до следующего полугодия следующего года. В армии депоненте на самом деле уже перенесен все функции по международному рынку. То есть если вы взаимодействуете активно именно на этом рынке, вводы-выводы, да, в Euroclear, Clearstream, BNY, то это полностью в ЛК уже реализовано. По локальному рынку уже реализована подача приказов основных, купли-продажа, реализовано открытие, изменения, закрытие субсчетов клиентов, реализована также отчетность, то есть подача выписки за период по счетам и баланс на даты тоже реализован. Ну, пока что, да, не весь функционал у нас в ЛК по депоненту у меня присутствует. Поэтому пока что оба сервиса доступны. И ARM-депонент, и LK-депонент. ARM-банк клиент ориентируемся на конец года. Что полностью перейдем на ЛК. Личный кабинет. Да, коллеги, наша встреча подходит к концу. Я подведу итоги. Сегодня проведен обзор всех реализованных сервисов на сегодняшний день в личном кабинете в части корпоративных действий, локальных и международных, в личном кабинете эмитента, депонента и держателя. Предстоящие планы, то, что сейчас в работе. Мы получили от вас вопросы, благодарность, пожелания. Есть вопросы по раскрытию, да, по процессу, видео вышлем. Есть вопрос по добавлению информации в список с адресами, да, держателей. Это тоже уточним у команды реестр, которая сопровождает этот процесс. Ссылка на сегодняшнюю встречу будет отправлена. И также будет размещена информация по митапам на нашем сайте. Чуть позже мы тоже вас об этом уведомим. Я благодарю вас за то, что вы сегодня смогли подключиться и поучаствовать. Будем благодарны вам также за какие-то новые идеи, предложения в части развития системы корпоративных действий. Если вопросов нет, мы завершаем сегодняшний этап. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое.